Добрый эфир «Инвести Кудым Карнима» информационная программа. Студиян Людмила Дмитриева. Метод стамьяны съорезан каднан олакоми Пермяцкий округ. Талон выпускан. Деревня езет ведлатаны мошенникес. Мыня вызьяны езла, да кыч бабатаны шым. Турслёт чукартис унаотир, кытын и кытся чулалис. Коми Пермяцкая больница ищ врач отсал из самолетын туристла. Станислав Барсуков летел вместе с семьей в Анталию. На борту 60-летнему жителю Суксуна стало плохо. Об этом сообщила стюардесса. И Станислав Владимирович сразу же откликнулся на призыв. По словам врача, оказывать помощь на высоте почти 10 километров было нелегко. На борту оказались все необходимые медикаменты. Мужчине сделали укол адреналина, и он стал чувствовать себя лучше. В Турции пациента ждала карета скорой помощи. Станислав Барсуков 20 лет проработал реаниматологом, сейчас заместитель главного врача. Обратно мы летели вместе, встретились, он дружелюбно улыбнулся, сказал, что у него все нормально. Семья тоже подтвердила, что они всю поездку, все время нахождения на курорте следили за состоянием здоровья, и в принципе все было хорошо. Кудымкарской район ищ олищас бабатиса мошенникес. Инка ошибтиса бочный кредит да суфтетны виля шиннес. Они саланабу не этыс, не мэдыс. Вам, говорит, надо вставлять. Я говорю, это недорого, говорит. С очень хорошей скидкой пообещали установить пенсионерке Александре Мироненко пластиковые окна. Трое мужчин пришли к ней домой и стали завлекать хорошей ценой. Женщина сначала отказывалась, мол, денег нет. Тогда ей предложили оформить кредит, не выходя из дома. Для этого требовалось обмануть банк. Характеристику дали банк. Как будто я работаю. Я говорю, так я же не работаю, так вам лучше дадут. И он мне подсказывал. Зарплата 45 тысяч. Да яркая. Кредит одобрили на месте, документы подписали. Только потом женщина поняла, что стандартные окна размером 1,30 на 1,40 м ей продали значительно выше рыночной стоимости. А по займу процентная ставка составила 21%. Чтобы отремонтировать вторую половину дома, а точнее поставить 4 окна, пенсионерке пришлось заплатить 113 тысяч рублей. И это без процентов. Общая сумма кредита обошлась в 170 тысяч рублей. Более того, деньги по кредиту были перечислены сразу на счет организации, которая официально числится в Уфе. Женщина попыталась расторгнуть договор, но там сказали, что придется платить неустойку. Это еще 32 тысячи. Предложили вновь оформить кредит. Тогда Александра Александровна обратилась в полицию. По заявлению жительницы Кудымкарского района проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность при общении с посторонними людьми. Будьте внимательны при заключении кредитных договоров. По имеющейся в редакции информации, вся сделка с юридической стороны оформлена правильно, поэтому если здесь мошеннические действия, можно говорить только после окончания проверки. Рыночная же стоимость таких окон в Кудымкаре примерно в 3 раза ниже, чем было предложено женщине. 4 окна нужно, на 28 400 выходит. Между тем, Александра Александровна сама узнала, что продавцы окон успели побывать и в Йогве, и в Юсинском районе. Сама ждет окончания проверки в полиции. Без денег и без окон. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Локтискат джимлявны шуез. Округищ сельхозпредприятиес петаны без выла. Кычбайта на сельское хозяйство уджалыще с гожем того петис шонут да урожайной. Чожа не локтас ар и коло кучишны шуез джимлялым берда. Россиянима хозяйство он уч пизже осывщань рытач. Мы убрали 300 с лишним гектаров площадей зерновых культур. На зимую рожь и на зимую пшеницу выехали с 10 августа. Почему мы именно начали уборку быстро, оперативно? У нас в хозяйстве очень большая нагрузка на комбайн. Из 5 имеющихся сегодня работают 4 комбайна. Это почти что на них нагрузка 800 гектаров. Осень она бывает короткой, поэтому решено убирать. Зимую рожь убрали с площади 123, урожайность получили 37,6 центнеров. Зимую пшеницу убрали с площади 13 гектаров. Но, конечно же, урожайность идеальная, 47 центнеров с гектара. Медперва кучища маш джимлявны яровой культурез. Это ид, когда садита маш кык сорт, щу шок мамбура, гектар вылыш экша куимдас центнер мымда.
Кыч 100 тысяч агроном хозяйствон этик, но медшер проблема. Оза тырма комбайнес. Виль сушилка позже виштавна вичища щуса. Если руководитель в прошлом году решил по переработке зерна, построил нам мощный комплекс. В прошлом году у нас была нагрузка на, то есть переработка зерна в сутки 220 тонн, то в этом году 350 тонн. А нагрузка на комбайн очень большая. То есть сушилки сегодня ждут зерно, по сути дела. Ну и вот буквально сегодня он решает проблему, это по зерноуборочному комбайну, хотя и тяжело финансово, но все-таки решился на это, покупает импортный комбайн-класс. Надеюсь, что комбайн подъедет к уборке. Но удж о сулав местан. Отер старайчана уджалана бура пуктана быдвын. Талунялун кежа гырыны ыббес, кыджаны азимай руджыг. Уджалан кез тырманы. Щу тава бур и кычоны уджалыщес, кола уджавны да уджавны зерез ыны оза кола. Надежда Климова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Округиш районнезін йоша кольчесия проблемас, что школезін озатырмы велетищес. Ечалоктыны том специалистес. Кычым ситуация талуня лункеже Кудымкарска районын, виджата очлань. Анастасия Яна да Екатерина Белоева еще лыщес. Та в том нывке спомался профессиональный величан заведениес, киез вылын дипломмес. Куемнаны слуктиса уджавны чужан посада, школа велетищезан. Кычу истатыш юралыш, это вот что педагогес вовлыса вид годан отжиг. Педагогов у нас в коллективе 48 человек. Ну, состав постоянный. В основном это выпускники нашей же школы. Но, к сожалению, годы идут, и коллектив нужно обновлять. Очень рада нашим девочкам, молодым специалистам, потому что это выпускники нашей школы. 2 года назад они закончили нашу школу, и вот нынче я очень рада, что решили прийти снова, уже в новом статусе, поработать в школе. Большую нагрузку им даете? Я считаю, что нагрузка для них будет достаточно. По крайней мере, поставочки точно будет. И будет и больше. То есть все зависит от девочек. Насколько они будут согласны работать. Нылышке застацетися школа ищ уставкот. Мычалися кабинеты с котенков сейчас уджавны. Татен исыч будастыца торечис Яна Ельцова, когда матичка да понда свилетны челядёкки зас история черты. Я буду классным руководителем в 6 классе. На данный момент я знакомлюсь со списком класса. Я уже просматриваю, как человек учился, как ребенок учился, какие у него были отметки. Также по отметкам можно судить о знаниях этого ребенка. Я могла остаться в Перми, но я выбрала Белоевское сельское поселение, так как в нем я выросла. Здесь я закончила школу, но и обратно вернулась сюда. Пожесоттыны мыйкуюмнан том педагог эше неважным пукалыса партия сайын орчан. Не величиса эти классын. Бедны асланы же школа, никинны классищ абудумайтема. Кроме того, что мы все одноклассницы, мы пели в ансамбле «Джори-джог». Вот. И хотим дальше продолжить свое творчество, выступать. Также на 1 сентября тоже думаем что-нибудь спеть. Кычыч этике злощечины занятия скежа Анастасия Ивановна думайте сыйлыч, кычулетный сентябрь имеет джалун дамадик мероприятия. Сиапонда суджавны организаторан. 1 сентября в этом году в школе пройдет очень интересно, здорово, хорошо, будут номера, дети будут выступать. Следующие мероприятия, которые мы планируем, это День учителя, спортивные праздники и так далее. Виль величан годкеже ани Белоевской школан велатыще стырманы быдыс предмет тещерты. Этот же остой виштавны районыш мадик величан заведения зилыш, как специалисты и локтаны, но не остырма. В этом году у нас молодые специалисты будут в количестве 7 человек. 3 педагога в Белоевскую школу, 2 педагога в Кувинскую коррекционную школу и по 1 педагогу в Ленинскую и Верхининскую школу. Конечно, молодых специалистов интересует нагрузка педагогическая, заработная плата, ну и жилье. У нас в Кудымкарском муниципальном районе
разработана и функционирует программа развития системы образования Кудымкарского муниципального района и подпрограмма «Кадровая политика», где предусмотрено приобретение жилья для молодых специалистов. Разработан план-график на несколько лет, и в этом году мы приобретаем жилье для молодых специалистов Югвинской школы и Гуринской школы. Кудымкарскай районын пыр радыш том специалистызла шуйса юралышез. Татан отцаласа аджины оланын туй, кыс яса уч да оланин. Людмила Дмитриева, Александр Рябков, Вести Кудымкар. Кудымкарской районын чулачис турслет, когда было акшилыса поселению защемяез. Мероприятие было ветлыс, имен съемочная группа. Марина Сестерова локтем это турслет выла корчовнящ. Кытся вишталась семья сылан зев ащама, ачыс женикас учетик зон да внучетка. Мероприятие кежа бура лышетчамащ. Вчиться мне на положение, и вот мне понема горчин вычетчинта, мне керим сначала самое необходимое вот палатка, пашкемся, будет чтобы единая форма, потом мне кошима ведет има, что кшемьян песня по нам еще визитная карточка вас, кшемьян защита вас, а потом будет снаряжение селктима, вот кшуншойны, юны еще рано поштима, вот и все. Районыш семья излан турслет чулетчис проектлан рамка спычкин, когда отжаща када лощетица дадориса Кудымкарской районыш культура керкулан специалистез. Наш проект называется «Ассоциация семейных клубов Кудымкарского района «Сизимок». Вот в рамках этого проекта, исполняя план мероприятий этого проекта, мы проводим туристический слет семей Кудымкарского района сегодня. Участвуют практически все поселения. В Кудымкарском районе туристические слеты – это не новое дело, но вот на протяжении многих лет туристических слетов семей не было. То есть много-много лет не проводили, а сейчас мы хотим дать старт и сделать этот формат ежегодным. Турслетлан программа вели пашкет да интересный. Команда изла колес мунны препятствие злыш полоса, когда коста колес эктыны рюкзак, суфтетны палатка, чожа вуджны нюр, пилитный кер, эстыны бипур, лыйны винтовка ищ. Я боялась, что не попаду на стрельбе, но я попала, и для меня это большой плюс. Это все проходит на нашей земле, то есть мы со Степанова, и как бы на Степановской территории это все проходит, да, мы очень как бы рады гостям нашим. Чем собираетесь жюри-то удивить? Ну, наверное, своей ловкостью, своей умелостью. Вот кашу варим, наверное, думаю, что понравится. А пома сейчас это турслет из творческий конкурсан да каша що емен. Окшам бур пета маческыт. Итоги шерты медуджа места боштис куваиш тебеньков везлан семья. Мадик дэнчис тароваиш, ну погоди нима командала, а куемыттезен лоиса верхинваиш зуба везлан семья. Творческий конкурсан вермишезен лоиса сыстеровез. Надежда Климова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. И это был НБД с Вилищ Панташем Локтан понедельника. Это Жакада. Бдас бурса тянла. Бурша чищан луннез.